нормально накрыло. Все затянуло, блин. Охренеть. Смотри, ребят, что делает. Ужас, просто ужас, смотрите. Жесть. Надо было валить домой, короче. Ну хоть польет грядочки тоже, картошечки надо. Сегодня, кстати, 2 августа, друзья. Ждем ВДВ всех причастных с праздником, ну и с прошедшим День морского флота. В общем, всех пацанов с праздничком. Да, походу рыбалка сегодня отменяется, ребята. Здорово, ребятки. В общем, вчера так и не получилось выехать. 2 часа сидел под мостом. Потом смотрю, уже 5 часов, думаю, да ну нафиг, думаю, блин. Ну, по прогнозу как будто успокаиваться. В общем, до 7 все равно так кропалило немножко. Смотался, ну, в общем, выехал, весь промок, приехал домой, короче, сумки таки не разгребал, в общем, выложил в коридоре. И с утра сегодня уже в деревню маханул. Смотрите, погода, ребята, Ташкент, душно после вчерашнего дождя. Время обеда, я на реке, друзья. Приехал пораньше, раскормлюсь, позагораю, побалдею. Красота. Устал на таком местечке, ребятки. Глубины практически нету, мелко. Далекая дистанция. Посижу, короче, здесь. Недавно Женек рыбачил. Женек, привет тебе. Отловился неплохо. Так что недалеко от дома побалдею. Погода. Прелесть, ребята. Красота. Вот август, конечно, дает начало. В июне такой погоды не было, вот тут в августе. В общем, что, как обычно, братцы. Там покидал вещички, рюкзачишки, прикормочка там. Воды взял, квас, сок, там чай, короче. Буду пить. Потому что жара. Ну, взял зонт, ребят, не знаю. Наверное, разденусь, позагораю. Как бы комаров нету. Шикарно, в общем. Все, промерился, ребят, встал на 2 фидера, как обычно. 360-е. Ну вот, длина фидера, конечно, позволяет делать заброс дальше в легкую. На 3-ке уже надо усиленно забрасывать. Хотя у нас река небольшая. Вот только бывает в таких местах, в некоторых, где вот реально надо на дальнюю дистанцию делать. А так в основном дистанция там 30 метров максимум. Ладно, братцы, все, давайте посидим, покайфуем. Рыбейку половим какую-нибудь. Сейчас, наверное, все равно что-нибудь закормим. Какая-нибудь плотва выйдет. Может быть. Ну, а так, к вечеру уже обильно будет у нас закормлено. Прикормки вроде как хватит. Так, чем сегодня будем угощать? Чем-нибудь будем угощать. Кстати, в Магните, ребята, вот смотрите, вот такая кукурузка. Она вроде недорогая. 69 рублей. Большая банка. Но она очень, короче, она очень плотная. Прям на крючок, вот если рыбачить, прям круто. Ну, не реклама, чисто вот сейчас как-то взял. Ну, я что-то у Юрия спросил, говорю, как бы, ну, она вот наоборот, типа для салатов грубая, а вот как раз для насадки она как бы раз, самый раз. Так, 2 пачки у меня. Италикс. Сегодня взял, в общем, универсалочку.
Ну и здесь, ребята, у меня была замороженная. Пакет как раз под мусор. Соберем, банки здесь валяются. Здесь у меня тоже италикс была черная. Пшено и кукуруза. Ну, здесь уже пол-ведерка, в принципе, огонь. Вот она, видите, ребят, такая вся. Ну, мне понравилось, в общем. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас. Он даже еще не оттаяло. Прикормку только замораживать, потому что жара, блин, кукуруза, она киснет сразу. Так, одну пока пачку оставлю. Будет не хватать, добавимся. Добавимся, ребята. И раз. Хрена себе. Да, надо швырять, так швырять. Но глубины нету, ребят, практически. Не знаю, 2 метра может. Опарыш у меня, ребята, устал. Блин, хватит, не хватит вообще на рыбалочку-то. Такая жара, блин. Куклится моментально. Я что-то не взял. Сегодня поехал. Думал, после рыбалки хватит, мне осталось. Ну, будем экономить тогда, что на ночь. Будем экономить на ночь. Вот так, да, есть немного. Хватит, мне кажется. Так, ну что, второй. Полетели. Полетели, душа в рай полетела. Поводок здесь метр сделал. На вот этом. Так, ну что, огонь. Все, ребятки, кайф. Будем сидеть, отдыхать. Фидер такая рыбалка, то что сидишь, ну, бегать ничего не надо, сидишь вот, кайфуешь. Скоро осень, ребята, скоро до ночки там побегаем. А здесь такую жару, неохота куда-то что-то ломиться. Вот так охота на пляжочек сесть и посидеть просто. Кваску холодного попить. Вон кто-то на опарыша дергает. Мелочь будет. Лишь бы рыбу такую жару не задушить. Поймать еще надо. Мелочь, ребята, тоже хорошо, потому что мы сейчас на днях собираемся делать котлеты. Сегодня размораживаем 2 холодильника. И то, что вот собирали, будем готовить котлеты. Ну и получается, сегодняшний улов тоже, мне кажется, пойдет туда. Если что-то наловим. Соответственно, ляпки вот эти будем брать. Плотву будем брать. Ну и просили, Андрюха, покажи, как котлеты делаешь. Вот покажу, ребята, если все у нас получится. Погода позволит. Что-нибудь сделаем, покажу. Покажу. Ой, тут пока вымотаешь, блин. Пока вымотаешь, блин. Минута целая пройдет, блин.
Вот на опарыша сразу. Что это у нас? Густерочки. Это слишком больно маленькие. Такие отпускать будем. Поклевка хорошая была, ребят. Ух ты. Да ладно. Там они стоят, ребята, уже. На точечке стоят, подлец-то. Фига, он еще и сходу, ребята, смотрите. Захавал, блин. Жадно клюнул. Жадненько. Ну вот такие на котлет, ребят, самое то. Самое оно. Блин, тут что, течения нету. Вода такая прогретая. Жарковато, конечно, блин. Но туда тоже далеко не поставишь. И ладно, ребят, это походу щука. Бахнула. Мелкая рыба сразу сходу. И походу щука хапнула. Вот зараза, смотрите, что творит, а. С такой дистанции я не вытащил. Все. Отвалилась. Охренеть. Поклевка такая, не понял. Не знаю, вон слизь какая-то. Да, весело. На точке-то. Забросил просто. Фидер, жик. Аж подняла. Представляете? Ну, обычно вот мелочь хватает, и щука потом вдогонку берет. Но здесь такая дистанция, то что вот забросом живца не забросить. Он сейчас летит. Его надо или за лодки заводить, или отправлять его по леске. Ну, нормально, что. Ну, кукуруза, вон, ребят, что-то раз дернула и все. Но она у меня, бровка чуть-чуть дальше. Тут как бы свал идет. Никаких бровок нету, просто подъем потихоньку. И этот чуть-чуть дальше я забросил. Ну, и на опарыша поактивнее, вот смотрю. Так, еще один, блин. Как берут, как-то интересно. Ты тоже за год, ребят, смотрите. Представляете, как лещ кормится. Погодка, видать, прогрелась. Прям сейчас его на выход. Нравится лещу сейчас. Даже днем он клюет. Хоть и глубина небольшая. Окунь, блин, фига себе. Тоже в заглоте, блин. Окушок. Не крупный, конечно. Заглотил, правда.
Жесть, пока вымотаешь, офигеешь, блин. Кто это у нас? Подлещик. Подлещики. Это елец, ребята. Я думал, подъязик небольшой. Ельчик. Короче, на точке разнорыбится прям жестко. Все стоит. Так, заказал, ребят, я опариков. Лариса Юрьевна сейчас с деревни поедет. Главное, чтобы они были. Остальное ерунда. Главное, чтобы они были в магазине. Да, как-то что-то я лоханул. Ну, жара, ребят, смотрите, сколько он скуклилось у меня. Кстати, вот эти куколки, они шикарно в прикормку подходят. Они всплывать начинают. И раз. Блин, сходу, блин. Жесть. Накидывается прям рыба, мелочь. Вот они, ребята, подъязочек. Подъязочек на точке. На котлеты пойдет. Оф, стоять. Что тут качает, что-то не пойму. Кто-то подсел. Даже без поклевки, ребят, просто. Подлец. Тихо, 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 братик. Оп. Ну, подлецы, ребята. Вот такой котлетос. В общем, нормально, ребята. Мелочушку клюет, подлещики ладошные. Пойдет, красота. Время у нас 3 часа, наверное. Да. Он долбит. Так что шикарно. Сейчас пока съезжу туда-сюда. Ну, солнышко будет садиться, блин, она будет до последнего в глаза светить. В этом сезоне очечки взял, блин, ребят, красота. Как раньше ездил, щурился, блин.
Сейчас взял очки и прям, блин, кайфуешь. Ну, реально видно. Шикарно. В общем, все, ребят, рыбалка будет. Единственный момент, то, что говорю, сейчас вот за опарышем съездим и пойдет. О, жена звонит. Ага. Да, мать? Выехали, купили. Ну, все, понял, папа выезжает, спасибо. Давай. Все, ребят. Все купили, все хорошо. Поеду встречать. Блин, там лупит, ребята, тоже поклевон. Такой дерзкий. Блин, окунь. Ну, что такое, блин, непонятное. Окунек, ребята. Ну все, братцы, сгонял. Девчонки привезли мне. Ну, я люблю, когда с запасом, потому что, ну, бывает она надо, бывает не надо. Бывает прикормки хватает, бывает не хватает. А тут окукливались и вот, ну, блин, ночью тоже проиграть потом неохота. Привезли мне холодненького пивка. Вообще кайф. Посидим. Ну, сейчас уже переживать не иначе. Будем рыбачить. Поклевочка такая подлещевая. Поклевочка подлещевая. Вот где уже кормушка, ребят, там уже, не знаю, сантиметров 20 воды. А я вот думаю, вот если ночью лещи будут, что с ними делать? Прям не знаю. Ну, нормальная густера. На котлетос пойдет. Ух ты, какая бойкая. На котлетос пойдет. Елец, ребят, стоит. Офигеть. Какой уже, второй или третий? Вместе с плотвичкой попадается в перемешку. Ельчики. Вот такие. Там, видать, струйка идет. И вот он любит. Вот осенью, ближе к осени, ребят, он у нас скатываться начнет. Вот можно половить его, кстати. Я одну точку знаю интересную. Может быть, даже изгоняю. Чисто вот по ельцу позаниматься. Что-то гремит уже. Сзади там гремит. Прошла, короче, стороной. Ну и хорошо.
Нафиг она нужна? Вчера я посидел там под мостом. Елец, подъязик. Такая точка, окунек. Насыщенная. А нам нужен лещ. Нам нужен лещ, ребятка. Но лещ будет чуть-чуть попозже. Ну вот днем он стоял на точке, кстати. И вот тот сход, который был, я думал, щука, это, скорее всего, был лещ. Поклевка просто, не знаю, непонятная. Подъездик опять. Чё себе? Подъездички. Фу, ребятки, ну все, вроде пережил зной. Зной прям такой, как раз солнышко сюда, в эту сторону у меня чувствуется. Я еще не бритый. Губа, короче, сгорела, походу. Вроде как и это, в бейсболке. Аж больно нажимать. Ну, лицо что-то подгорело. Ну, лицо там у меня, ребят, она загорает постоянно, не даже без солнца, от снега, от морозов, от всего этого. А потом уже весной, как последний лед, так у меня вообще она черная. Также и руки. Ну все, в общем, что, пережили. Зной. Сам понимал, что днем как бы тяжеловато по солнцу. 6:30. Отлично. Была поклевка хорошая. Слил рыбейку. А так подлещички, густерки долбят вообще изрядно. Там уже нормально подловил. Хорошо. Ну и по прикормке тоже смотрю. Нормально так я разбавил. Точка прям пылит. Почушка есть, сейчас добавлю еще в ночь. Потому что чтоб уже неохота потом. А так вон, ребята, долбит она. Вон, пожалуйста, видите, что делает. Хорошо. Гроза прошла. Радуга даже выскочила.
Замечательно. Ни лодок, что-то никого. Сегодня еще не видел. Все дома под вентиляторами. Слушай, жара страшная. На речке купаются. Проезжал сейчас, там вообще возле деревни весь пляж полный просто. Ну и хорошо, пускай даже, ну лето должно быть летом, что, хоть детки порадуются. А то у нас на севере-то, блин, с погодой тяжеловато. Да, побросал, ребята, достойно. Хорошо. Побросал. Так, это нам пока не надо. Прикрывать надо, потому что будет туманчик. Чтобы все сырое не было. Пенопласт, кстати, толком не работает. Бросал его. Чуть не понравился мне. Пенопластик. Единственное, надо достать. Так, это не здесь, да? Ладно. Почушку еще, ребята, добавляю. И как раз мне, наверное, хватит. Да, хорошенько покидал. Ну что, понятно, столько времени. Пока здесь еще кукурузка, пшено. Там у нас подлещик небольшой. О. Ага, щучка, ребята. Щучка держала, нифига себе. Или кто-то такой, что даже не понял. Ну, держала до последнего. Мелкая щучка, походу. Верхоплавочка попалась, вон, смотрите, ребятки. Да, подруга, беда тебе. Как-то даже странно, ребята. Солнышко зашло, смотрите, какая красота, кстати. Офигеть. Вообще эти малиновые закаты я вообще просто люблю. Особенно вот мне нравится, когда по последнему льду попадаешь. Они просто великолепны у нас именно здесь. Я не знаю, как везде, как у всех, но у нас они просто великолепные. Ну что, вот эта мелочушка, ребят, нет-нет-то поклевывает, но она темп снизила, прям хорошо снизила. Тут одна за одной клювала, а тут прям сейчас вот такое затишье прям. Ну, возможно, ждем крупную рыбу. Так, у нас по времени, ребята, к 9. К 9 я сегодня только завтракал, не обедал. Все на воде, на воде, на воде. Даже думаю, может приготовить сначала ужин, покушать, чтобы уже все было готово. И уже потом ждать. Ну, пока не потемнело, потому что уже в августе, ребят, у нас ночки уже темнеют. Уже как бы порядком. И уже фонарики. Ну, комары зато повылазили. Надо доставать. А так вообще класс. Спокойно. Блин, вообще просто штиль. Вообще штиляка. Ну, что-то тырк. Вот. Все-таки, я думаю, хорошенько закормился уже. Сейчас прям так обильно не надо закармливаться, прям кидать там. Ждем хорошую поклевочку. Не знаю, ребят, по месту, как бы по дистанции. Угадал, не угадал, никакой бровки нету, просто спуск потихоньку. Где-то стою на 2 метров, может больше, 2,5 может. Вот как-то так. Течение там не особо. Течение идет по той стороной. 90-80 кормушки стоят идеально прям. Да, мне кажется, ребят, приготовим покушать, а тем более готовить там особо не надо. Взял жульен
который в автоклаве делал. Там согреть, добавить сметаны, и как бы и будет блюдо у нас вкусное. Наверное, сейчас покушаем и будем ждать уже. Ну, ребята, уже смотрите, уже туманчик уже делает свои вещи. Так, посудку взял, походную вот эту. Тут у меня горелочка. Кстати, вещи. Спальник, ребят, кстати, вожу с собой. С подушкой. Скучно будет. Вон в лодку прыгнул. И огонь. Можно кимарнуть 2-3 часа. Кстати, в ПВХ вот спал. В ПВХ, конечно, вообще круто. Отдыхается. Не то, что в этой лодке. Я уже здесь тоже отдыхал. Здесь все-таки твердо. Так. Что у нас? Что у нас, ребята? Дощечка. Сачок. Так, бумага, не бумага. В общем, вот, ребят, сметанка, смотрите. И вот я вот взял баночку жульен. Это свежие грибы этого года. С картошкой. С мясом. Тут чайничек. Сковородка. Кастрюлька. Так, ну у меня получается сковородка, но она не влезет. Маленькая будет. Поставим кастрюльку. Закручиваю, кстати, в автоклав, ребят, экономлю. Не экономлю на крышках, потому что, ну вот, сейчас там ковырнуть надо, да, допустим. Нет. Делаю просто дырку и все. Ну, короче, одноразовый. О, ребята, грибочки, картошечка. Понятно, что банку, ребят, не выбрасываем. Банка еще пригодится. А вот крышку, да, на крышке не экономлю. Сметанка не пропала у нас случаем. Так. Огонь. Целую банку туда, ребята. Вот это будет бомба. Вот еще можно сырка или сливок. И вот настоящий жульенчик, ребята. У нас готов. Комары повылазили к вечеру-то. Не было же их. А тут повылазили. О, хлеб какой, смотрите. Все, сметанка загустела, ребята. Можно есть. Красноголовички.
Угу. Не, все-таки автоклав, ребят, тема вообще классная. Я вот сколько что брал. И каши, и рыбу, блин. Мясо, тушенку. Главное свое. Вот чтобы такое блюдо приготовить, это надо много времени, ребята, дать. А тут баночку бакс, там специи с маслом, ну, грубо говоря, разогреть. Сметанку бахнул. Ну да, тут на эту порцию, конечно, сметаны много, но вкуснее, ребят. Как меня любит туман, ребята. Наверное, никого так не любит, как меня. Постоянно попадаю в этот туман. Вообще жесткий прибой идет. Просто не видно даже ничего. Жесть. Туманчик, да. Наплывами. Тишина, ребята, молчит. Вообще перестала клевать. Интересно, ребейка. Что ей надо? Поляну накрыл. Опарыш свежий. Прикормка свежая. А клевать не хочет. Или не хотит. Как правильно, ребята. Да. Ну что, бросаем, что? Наше дело маленькое. Что-то вроде кого-то зацепил, ребята. Они крупные. Ну да. Подлец. Вроде выскочил, такой спокойный был. А тут чудить начал. Подлец, ребята. Блин, долго ждал. Смотрю, закачал. Туманчик, ребята, так и прет.
все уже. И смотрите, какая красота. Фонариком светишь, и вот трава такая, знаете, вот прям отражается, как вот есть такая ткань-то, знаете, светоотражающая. Вот то же самое, вот даже листья на деревьях. Не знаю, как на камеру передается, но прикольно. Красиво смотрится. Но сижу, скучаю, ребят. Тишина, блин. Ни в какую. Какой-то вот проходной прошел, а рыба на точке не встала. Хотя, блин, с днем она себя показывала. И клювали подлещики, и подъязики, и гильцы. Ну, все клювало. Окушки. В общем, разнорыбица стояла, и, блин. А пока вот тихо. Время 12 час. Туман прет. Страшный. Посижу до 2, наверное, ребята. Посмотрим, насколько хватит меня. Я что-то замотался уже. Ну, получается, что с утра уже на ногах выскочил. Пока туда-сюда, пока доехал, пока загрузился. Пока выгрузился. Пока опять загрузился. Прокатился. И на жаре что-то просидел с обеда. Вот тяжело. Ну, сейчас будет уже 12 часов, как я сижу вот на этом кресле. Ну, еще раз говорю, ребят, есть у меня спальник. Правда, коврик немножко сыроватый стал. Но можно, в принципе, сюда дождевик постелить и укрыться и поваляться. Так чисто. Потому что надо вертикальное положение, потому что что-то организм у меня устал от жары. Посмотрим, в общем. Ну, зато комаров нету, ребята. Вот немножко летают всякие мошки. Из-за тумана никого нету. Туман, конечно, блин, вообще мощный. Так, что у меня есть спальник? Так, штаны не нужны. Подушку можно взять. Можно взять подушку. Да, в ПВХ-то, конечно, поприятнее будет. Помягче, точнее. Ну, Андрей Викторович, ты даешь. А чё? Я устал сидеть. Охота полежать. Опа. Вот так, ребятки, завалился. В принципе, нормально. Полежу. Посмотрю на звездное небо. Кстати, в августе, ребята, начинается вот этот метеоритный дождь. И многие говорят, вот звезда упала. Надо желание загадать. А это, ребята, метеоритный дождь все-таки. Это не звезда. Ладно. Немножко побалдею. Полежу.
Нет, хрена не пойму. Ох ты. Обрыв. Блин, рыба была, что ли? Какая-то рыба была. Да, туда что несло. Или здесь что-то там. Здесь что-то небольшое. Блин, там что-то сидело, ребята. Походу. А, здесь ляпочка сидит. Что-то выходили. Братцы-то выходили. Будем рыбачить. Доброе утро, ребята. В общем, стою, у меня два шнура что-то висят. Я думал, блин, ну один другой зацепил. На этом какой-то, короче, хищник сидел, видать. Потому что леска вся пожамкнена. Видать, мелочь села и щукарь зацепился. А я так что-то нахрапом. Чук. Даже не понял. Срез. На этом подлещик. В общем, ну уже рыба на точке стоит. Я проспал. Вчера во сколько вот лег? Я не думал, что там прям буду валяться. Там реально. Ну ладно, удалось даже поспать. Короче, прикольно, ребята, спать в лодке. Я, в принципе, люблю твердые поверхности, как бы мне очень нравится спать на твердой поверхности, как бы и вообще без проблем поспал. 4:25 встаю, глаза открываю, а солнышко-то уже вот, уже, грубо говоря, поднялось, просто туман. А думал, полежу пару часиков и встану, как бы, ну, потому что неудобно будет. Нет, все нормально. Отлично. Ну, надо было немножко, конечно, пораньше. Но опять же, ребят, не загоняя себе, как бы, если я чувствую, что вот, организм требует, почему себя обламывать? Прям сидеть, выжидать там эту поклевку, прям бух. Нет, надо все в кайф делать, ребятки. Так что, ладно, утряночка, что, посмотрим. Может, что выстрелит. Ну, вот какой-то срез был, блин, зараза. А так он мелочь стоит на точке. Вот и солнышко, ребята, пробилось через туманчик. Рыбка стоит на точке, прям шикарно. С одной стороны, даже мне кажется и плохо, что забрасываешь, и вот такая рыба накидывается на приманку. Может, где-то лечь в стороне и стоит, но просто ему не дают подойти, взять, потому что сразу вешается там густерка или там сорожка, вот сейчас как сейчас. Что-то типа как-то так. Но это чисто мое предположение. Ну, как бы ни было, сход леща был днем, и вот сейчас непонятно. Что-то такое оторвало крючок. Солнышко встало, сейчас развеется туман, ребята. Будем греться. Я даже немножко подзамерз, потому что не одевался. Блин. Охота зацепить-то более-менее что-нибудь. Рыбку какую-нибудь. Ну, видите, все сразу махом. Тут долбит, там долбит. Очень много. Бели, прям очень много.
Подъездик. Подъездик не крупненький. Пустим такого, пускай живет. Блин, на густерище, блин. Есть, ребята. Не пойму вообще кто. Ну, что-то как-то. Блин, заплатил-то, ё-моё. Вот такой, ребятки, пойдет. Тихо, 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 брат. Еще подлец, ребят, попался. Поклевывают. Чуть по чуть-то.
акушара, блин. Кто там, блин? Кабанчик. Что-то не пойму, ребят, опять окунь, что ли? Ну, блин. Да окуни-то хорошие, блин. Второй подряд, ребята, акушара, блин. Под утро выскочили окушки. Все, братцы, собрался потихонечку, погода дает. Люблю вот так потихоньку собираться, не спешонько помыть, там все просушить, чтобы было все в порядке, все четко. Убрал немножко берег за собой и за другими, как бы. Всегда говорю, ребята, если есть возможность, я не пешком, взяли пакет, собрали, как бы. Пускай как бы другие, ну,
мои подписчики, мне кажется, ребята, все такие классные пацаны. И не только пацаны, и девчонки. И следят как бы за собой и за другими, мне кажется. Подловил, ребят, с полведерка, 19-литровое ведро. Получается половина, ну где-то 10 литров. Всякого разного там. И плотва, и густера, и подлещики, и подъязики, и, короче, ельцы, и, короче, вся, ребят, вся рыба, короче, белая. Окушки. Нормально, надо ехать домой, ребята, обрабатывать рыбку, потому что жарко. Рыбка очень портится быстро, тем более такая погода. Ну, что могу сказать, ребята, что-то не понял нифига. Под утро что-то стал вообще по-другому кидать, и, короче, поклевки крупнее рыба пошла. Интересно. Понял, что рано выезжать смысла нету, потому что не вывозишь, тем более по жаре. 12 часов я вчера отсидел, как бы, и пришлось вот лечь отдохнуть. Возможно, утрянку еще, короче, проспал. Ну, говорю по чесноку, как есть, ну, не вывез, зачем мне обламываться? Сидеть, мучиться, там, ждать леща, там, прям упираться, если у тебя организм требует, надо. Зато сейчас бодрый, ребята, вообще класс. Вернусь, ребята, вернусь еще раз сюда. И попробую промериться по-другому. Для себя немножко там я понял. А так все красота. Погода, прелесть. Еду домой. Котлетом быть, ребята. Давайте, быть добру. Всего самого хорошего. Ну, на связи.